Итак, ребятки, ну что, таежные будни никто не отменял. Погода, ребят, шикарная, на солнце в районе 30 градусов, в тени где-то 22. Великолепно. Братва пошла на промысел, как обычно, ребят. Там заготовят новые ловушки на миногу, ребята, которые я не показываю. Олег сказал не показывать. В общем, ну, это правильно, потому что свои какие-то секреты должны быть. Соберут всю рыбу по флягам. Поставят донки еще. У нас остатки миноги, ребята. Потому что мы эти сняли снизу и хотим поставить на другой пляж. Ну, в общем, привезут рыбку. Сегодня хочу рыбу пожарить. Ну и окрошка. Ну и, естественно, баня, ребята. Как побывать в тайге, на таежной избушке и не помыться в бане. Баня крутая, великолепная. Подключили водолейку, ребятки. Я уже в прошлый раз показывал, что здесь у Олега есть станция типа насосика небольшого. И чтобы не заморачиваться, обрывы большие, чтобы не подниматься с ведрами туда-сюда, просто идет шланг к бане. И все, мы будем просто набирать баки и топить баньку. Еще раз повторюсь, тепло на улице, так что баньку особо кочегарить не придется. Приготовиться быстро. Все, погнали. Также, ребята, сварили яйца, картошку. У нас есть колбаса. Палка еще целая. Зеленый лук у Олега растет. Сметана, майонез. Сделаем окрошку. Евгений отдыхает. Спит. Кто-то работает, кто-то спит. Пускай отдыхает. Это нормально, ребята. Днем можно и поспать. Моя подруга, ребята, птичка невеличка, она до сих пор здесь. Помните, я ее показывал, ребята, она здесь гуляет. Но у нее где-то здесь под крыльцом, походу, гнездо. Соответственно, как бы она здесь живет. Может, птенчики где-то есть. Вот она здесь гуляет. Наберем, ребята, воду. Наберем водичку. Да, блин, сегодня прям жарко. Хорошо. Так. 2 холодных фляги. Нам достаточно будет. Так, надо пережатый. Ну все, вода пошла, ребята. Отлично. Также горячая вода. Вот такая фляга. Сейчас затопим. Пускай уже топится.
Олега, ребята, вот смотрите, вот при входе вот такие канистры разрезанные, и вот от бурана гусянка. Это для того, чтобы ребята, когда приходили с похода, мыли ноги. Вот так ноги моешь сюда и поднимаешься уже, чтобы меньше песка, потому что на бару избушка. Сейчас вот все эти тоже каемки заменю. Ну и вода, в принципе, на помывку посуды. Вода нужна. Сегодня тем более рыбу будем жарить. Она нужна. Окрошка, ребята, летом, блин, вообще, кстати, крутая тема. Окрошечку прям, она заходит, когда жарко. Прям она круто заходит. Я бывает готовлю, друзья. Ну, точнее не я, дома готовим как. Мы просто готовим оливье. Почти что не заправляем майонезом. И бывает кто-то хочет просто оливье. Добавляет майонез там. И кушает. А кто-то хочет окрошки. Добавляет там, ну, любой там, кто как любит. И все. Сейчас безалаберно все-таки накрошим. Ну а вечером будет рыба жареная, ребята. По-любому. Охота рыбки поесть. По поводу яиц, ребята, не буду, конечно, умничать, но мне бесит, когда вот так скорлупа, ребята, не отходит. Видите, здесь раз и все четко. Просто не знаю, многие, может, этого не знают или как-то. Ну, знаете, бывает, когда просто шкарлупа, ребят, не отходит. Видите, как она чистится? Просто 3 секунды. Есть куча способов, конечно. Но один из самых простых, это, ребят, при варении яиц. Опять же, видите, мы варили вместе с картошкой. Так делать тоже нельзя, неправильно. Надо варить все по отдельности. Можно добавить соль. Просто посолить. И как будто бы все четко потом получается. Ну и просто обязательно, ребята, способ. Это после того, как мы сварили яйца, заливаем холодной водой. То бишь даем просто сразу резко остыть. И тогда вот, шкарлупа просто отлетает на раз-два. Просто без заморочек она слазит. Яйца, кстати, какие-то маленькие, ребята. Кстати, ребят, на кухне много ножей. И такие кухонные есть у Олега. Видите, как удобно здесь. И как бы у парней тоже, понятно, ножи. Но я вот готовлю даже своим ножом, который у меня для походов. Который я беру. Я им и рыбу чищу. И готовлю. Потому что данный нож как универсалочка вообще. Мне очень нравится. Им реально можно и ветки там какие-то почистить. Порезать, я имею в виду. Подрубиться там что-нибудь. Колбаску нарезать на стол. Рыбу почистить. И этим ножом, ребята, разделывали теленка. Я давал пацанам. Они его разделали, потому что здесь как раз спуск такой широкий. Так что нож должен работать, ребят, помимо кухни, каких-то еще нужд, он должен работать, если у вас для походов, мне кажется. Это нож от Русберга, ребята, Енисей. Многие спрашивают.
Очень мне нравится, как ребята изготавливают ножи. Все четко, все красиво. Самое главное, что все качественно. У меня от ребят около 4 ножей. И скоро придет очередная новинка. Потому что, ну, я не знаю, для меня, в принципе, эталон. У меня очень много ножей, китайских всяких, разных там самоделок. Ну, вот эти ножи, конечно. Самое главное, ребят, что это нержавейка. В первую очередь для рыбака. Так что, кому нужно, ребят, ножи, кто-то заинтересован, ссылка в описании. Промокод Дрюня 10% на любой нож, на всю продукцию от компании Росберг, на всю продукцию ножей. Под окрошечку, ребята, свежая зелень, конечно, обязательно. Тут уже, ребят, смотрите, как поспела. Хорошо. И пока она есть, надо кушать ее. Блин, погода замечательная. Комаров, конечно, стало, блин, в лесу, ребят, уже тяжело. Уже антикомарин нужен. Да. Ну, Женек замутил там иллюминатор с камерой, блин. Далее, ребята, смотрите, как облепляют. Сразу махом. Вот так вот. Держи, родной. Ну все, готово? Крошка решает, да? Летом эта тема нормальная. Уже ничего простого, а так вода. Да. Четко. Да. А ты да, это я сегодня не пью. Как часы. А, есть какой-то. Да, это общий куча. Ага, ну вот такие, да, попались. Все понятно. Это вчерашняя рыба. Вот такой карась, ребята, у нас клюет. Короче, ловко проверился. Ни о чем, говорит. Вот пару лаптей есть, конечно, хороших. Вот такой карась на севере, ребята. Все понятно.
Короче, и на сетку нифига толком. Забрал Вову. Приехал, ребята. Я сегодня даже уже подвигал стол. Вот вчера там сидел. Видите, садок, ребятки. Короче, надо сматывать. Вечерок, в принципе, хороший. Можно посидеть, мелочушку половить. С таким подъемом, с травой. Не знаю. У нас есть живец немножко. Как будто бы нормально. Так, у нас раз, два, три. А что, где четвертая-то? Не понял нифига. Что, вытащила, что ли? Донки одной не наблюдаю, ребята. Так, ну, в принципе, ребята, вот добрались. У нас здесь стоят щуколовки. Щуколовочки. Сейчас сюда встанем куда-нибудь спокойненько. И порыбачим. Тут вот ручеек выходит. То, что нужно. Перед процессом, ребята, обязательно побрызгаемся, потому что, блин, зверя столько стало, что мама родная. Хорошо. Ну что, вот где-то здесь, ребятки, попробуем. У меня здесь кашка есть от фидера. Сейчас покидаем немножко. И порыбачим. Вот так вот. Блин, 1000 лет, ребята, на удочку не рыбачил. Отвечаю. Вот удильничек такой. 4 метра. Глубина. Настрой. Все дела. Будем на опарыша, ребята, рыбачить. Такая курюшка, заводь. Ну, заодно и живца подловим. Живец нам нужен. Тик. Тик. Так. Вот такой пучок. Небольшой. Все, погнали. Сейчас вот сориентируемся, ребята. Че почем. Где лучше. И попрем. Ух. Прикормка была зря, ребята. Собралась сразу шакля. Шакля нам не нужна. Прикормка была зря.
Блин, это не дело, ребят. Что-то она мне не нравится. Хотя бы плотвичка клювала. Было бы уже лучше. Зря подкормил, конечно. О, плотва, ребят. Это нам нужно. Этот нам живец, ребят, нужен. Мы возьмем его. Вот так вот. Пойдет. Оп. Тихо, 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 мать. Стоять. Наш пациент. Вот так, ребята, баловаться можно. Вовка рыбачил, даже подъязиков поймал. Каких-никаких. Небольших, конечно. Но так на удочку-то прикольно. Блин, шмели жужжат всякие, блин. Лето, ребята. Лето — это хорошо. Лето — это тепло. После долгой зимы, ребята, это прям, блин, бомба. Когда вот такие денечки стоят, прям круто. Он сходу херачит, блин. Это, походу, верхоплавка. Верхоплавка. Да, стоять. Стоять, 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 стоять. Иди, ведерко. Иди, ведерочка. Сейчас живчика подловим. Еще головки проверим. Уже меньше работы будет. Ух ты. О, ребята. Вот пойдет уже сорожка. Подошла и покрупнее. Вот тут уже экстрактор нужен. Все-таки заглотишь. Тут уже нужен экстрактор. Да. Ой-ой-ой. Тихо, не греми. Андрей Викторович, не гремите. Ну, такая уже, да. Пойдет. Шмелики летают, блин. Ок. Постояли и хватит, ребята. Штук с десяток поймал. Штук 15. Прикольно. Душу отвел, ребята. Блин, здорово. Сейчас по щуколовкам пройдусь, заменю все. Щуколовочки здесь стоят у нас. Заменим живца, и все будет чин-чинарем, друзья. Уже какую-то работу сделал на вечер. Не зря прокатился. Ну, как жевало, блин. Как жевало.
Тут нормально все. Ну, ребятки, проверю продольник. Че раз мотаться, живца наловил. Щеколовки проверил, тишина. Опа, иди сюда. Чуть-чуть живца осталось. Блин, опять похрумкала, блин. Щурогайка. Опять похрумкала, блин. Блин, кабаны такие сидят. Окуни. Да, вон, видите, ребят. Опять поперекусала, блин, всего. И вся. Крупной щуки нету. Крупной щуки нету. Крупной щуки, к сожалению, нету. Окунь здоровый, понятное дело, еще ругайка такого не тронет. Вот мелкую сорожку сбивает. Он окунь что делает. Тут что? Тоже у нас бодала. Не живет, блин. Короче, насажу сейчас, друзья, и на лагерь к парням. Надо рыбу жарить, готовить. Ой, хорошо, друзья. Блин, замечательно. Кордон, конечно, у Олега, ребята, просто сказка. Просто нет слов. Ну, в принципе, все, друзья, что. Наступает лето, точнее, она уже наступила, плюс-минус. Ну, конечно, вот эти дожди немножко нам помешали порыбачить. Ну, без рыбы мы не остались. Сегодня последний вечер, ребятки, завтра выезжаем домой. Мы ненадолго заехали, так что сегодня последний вечер. Блин, тут, конечно, блин, сидишь, ребята, и вот так смотришь, и просто нет слов. Просто охота вот так взять, посидеть и помолчать. Вован дотопил баню, пока я уезжал. В общем, уже скоро баня, ребят, готова будет. Парни отдыхают, спят, высыпаются. Красота. Ну, конечно, съездим еще проверимся. Наверное, пораньше надо съездить провериться, чтобы потом перед баней уже чтобы раздеться, переодеться, чистые вещи одеть. Рыбу пожарим. Он мне, кстати, привез Олегу подарок, ребята. День рождения было в тот заезд, когда мы уже уезжали на 16 мая. Я у него остался, и на 16 мая я выезжал у него. У него было день рождения. Мы планировали 19-го заехать, отметить день рождения. Чисто так все знакомые, друзья. Ну, я не поехал. Ну, а подарочек привез, ребят. Чисто так от души, от сердца, на память. Наверное, сегодня вечером задарю его. Я вообще забыл за этот подарок. Сейчас в сумке антикомрин ищу и смотрю, точно уже забыл. Короче, чуть не увез обратно. Вот как-то так, ребята. Больше-меньше
просто наслаждаемся, отдыхаем. Подъем воды, конечно, ужас, просто ужас. Я первый раз вот, ну, именно когда рыбачу и вот вижу вот такой подъем, что просто сидел от воды порядком, не знаю, метр, наверное, и сегодня просто стул был в воде. Это, конечно, вообще ничего не сказать. О! Баньки огонь. Можно мыться. Добрый вечер. Ну что, друзья, последний день, последний вечер. Прибыл я на свою точку, где у меня стоит раз, два, три, четыре, пять, шесть доночек. Но они прям рядышком, ребят, вот так. Потому что вот именно в этом месте хорошо поклевывает. Вода до сих пор прибывает. Ну, короче, надо, ребят, зарядить на ночь. Последняя уже, ребят, у нас миножка. Парни поехали наверх. Там все обработают. Но я, в общем, здесь приехал немножко пораньше, чтобы не как вчера по темну там, блин. Ну, сейчас все. Перезарядим и домой. Баня. Жареная рыба. Ну, что-то поклевок не вижу, чтобы что-то там качало, дергало. Ну да ладно. Комарят столько. Ну все, ребятки, дома. Как раз с парнями вернулся. Подымался туда, там, здесь. Короче, все обработал. Все последнее. Иду немножко почистую. Последний шанс, так скажем. Вованчик сейчас рыбки наберет. Щучек небольших там у нас попались. Зажарим их. Пожарим. Там, Вован, без фанатизма, слышишь? Так, чтобы жарежка была. Много не набирай там. Сегодня наш ужин. А? Да? Такой и должен быть, да? Конечно, конечно. Поймали. А там что, даже миногу не поел, ничего? Там, слушай, там что-то перепутано все опять, все к берегу. Короче, ребята, щучки и налимяшки небольшие. Сейчас Вован почистит, а я пожарю. Ну вот, ребятки, чисто на поесть. Пару сковородочек, 2 налимчика, 3 щучки.
так на рыбалке побывать и рыбу не поесть. Потому что навезли, блин, всякого разного. Тут у нас еще окрошечка. Нормально. Так, братва, ну что? Рыбейку пожарим и в баньку. И отдыхать. Время уже 9:30. Время летит незаметно, блин. Мучка есть. Солюшка есть. Как обычно, в пакете, друзья. Без всяких заморочек. Насыпаем мучку. Добавляем соль. И свежую рыбу прям так сейчас перемешаю мучку. Какой-то пакет вроде дрявый, что ли. Ну, блин, дырочка, короче, небольшая. Ну что, вытерем. Ничего страшного. Масла побольше, ребят. Обычно в таком мобильном масле жарю. Все. Нашу рыбейку туды. Сначала налимчиков пожарим. В пакете что удобно, друзья, то что меньше мусора. Ну, конечно, если пакет нормальный. Видите, вся рыбка обволакивается. Вот так вот. Друзья, рыбку вот так запечатываю, видите, красавица. А это вот печеночка. Вот эта тема. Делаю такую румяную более. Все проснулись, начали созваниваться. И на Ленинском проспекте. Я только узнала от звонков друзей, родственников и так далее. Да, в том, что он прилетел. А на каком этаже вы живете? На 15-м, прилетел на 14-й. Ни в одном из случаев жертв нет. За помощью обратились 2 человека. От госпитализации отказались. Позже в Министерстве обороны отчитались. Беспилотников было 8. Все они поражены. 9 градусов, ребята. Время 11:30. Поели налима. Щучки. Красота. Ну что, все, сполоснемся в баньке. Так сегодня не кочегарили ее нифига. Так чисто помыться. Ночуем и завтра домой, ребята. Все. Завтра сборы. Нет смысла оставаться. В планах было, может быть, еще на денек, но с такой водой, ребята, вода прибыла очень-очень-очень сильно. Прям реально сейчас она доходит до тех моментов, что вот мы весной заезжали, когда сюда, вот она уже практически наполовину поднялась. По пляжу, ну по пляжу, конечно. Не есть хорошо, ребейка тоже. В это время, в этот момент она не берет. Тяжело. Травы много, грязи. Ну да ладно, братцы. Все, давайте на связи.
Ребятки, доброе утро. Моросит дождь с утра. Мы уже проснулись, позавтракали. И потихоньку, друзья, начинаем собираться. Вовка у нас уже погнал на Таежное озеро снимать сетку на карася. Ну, карась особо не поднялся. Вчера он привез только 4 штуки. 4 карасика, что-то там пара окуней попала, щучка небольшая. Ну, а мы уже потихоньку тоже умываемся, броемся. И вперед снимать снасти, донки, продольники, щуколовки. Вода, друзья, смотрю по веточкам, еще прибыла. Вот эта березина, сейчас вы ее не видите, она вот лежала тупо на пляжу. Она вся в воде уже нормально, порядком. В окно увидели, лису выходила. Как раз из избушки вот видно, когда сидели за столом, смотрим, рыжая лазит. А так Олег говорил, что вот сюда прям приходил медведь. Прям в упор. Когда-то было дело. Да. К сожалению, домой, ребята. Охота еще было порыбачить. Ну, сами видите, что творится. Смысла никакого не видно. Не вижу, не видно, не видим. Так что сейчас одеваемся. Вован ушел. Женя у нас пойдет туда, наверх, куда они вчера вечером ставили донки. Снизу, которую снимали. Ну а мы с Олегом почистим все здесь. Здесь, там. Продольник, щуколовки, все снимем. Посмотрим, что, может, что попалось. Почему-то мне яичница охота, блядь. Или глазуньи, блядь. А чё вы ничего не так? Кстати, братья, первую ночь-то хотели посидеть же, Ну да. за столом, Да, да. туда-сюда. Вчера ты пораньше лег. 16 мая же день рождения у тебя было. Мы уезжали. Я же тебе говорил, подарочек тебе привез. Сумка Кан, братан, такой. Тут можно его и на пояс одевать. Короче, такие лопасти. Кто под Хариуза понял, кто занимается. Тут кармашек. А так это, по идее, сумка Кан. Открываешь, здесь ведро. Ведро такого можно убрать. Просто как сумочку Как сделали. сумка, да. Можно оставить жестко, не знаю, Понял. поддонки. Это нормально, да. Ну и цвет этот, как камуфляж. Сам наш мы же любим. Компанию Хигаши такой, не скользит, ничего. Держи, братик. Спасибо. Тебе пригодится куда-нибудь. Тут этот, ну, отщелкнул там, не знаю, отрегулировал, короче. Ну да. Куда-нибудь заболтаешь. Ну, конечно, летом по-любому как сумку буду использовать. Вот, да. А Зимой- так видишь, типа как рыбу ложишь туда, чтобы Я она видел, не я выпрыгивала. видел. Для нахлыста, для хариуса. У тебя где-то же... У меня такая есть, была, да. уже разбитая вся. Это ну, абсолютно новая. Вот, не знаю. Друзья, как за ночь прибыла вода по пляжу. Я фидерный стул вчера помыл, так думаю, посушу. Отодвинул его порядком. Короче, сидел где-то я вот там, когда первый день на фидер рыбачили. Ужас. Ужас, что творится. Вон что, такие поклевали. Ой, да. Опа.
Ну что такое резвое-то? Есть одна, да? Попалась. Ну вот такие, да, наверное? Не крупные и херачат. Хорошо и в щеку так вогнал. Одна щучка попала, ребята, на продольник. Идем дальше. Щуковочки, да. 2 щучки-то попалось, да, получается? Да. За рыбалку. Налимчик. Засранец. О, кишки, ребята. Кишки выплюнул. Не жилец. Такие ребята. Засранцы. Много всего, да? Да. Размер, блин. Такие щуки попались на донке. Небольшая, говорит. Подъязок, что-то там. Короче, там работают пески. Последний, ребята, пляж. Последние доночки. Забираем. А донок, смотрите, ребята, палец просто разрезанный. Да, вода еще подымалась, еще поклевывала. Сейчас уже все. Какая-то рыбейка. Изючек попался небольшой. Изючек небольшой. Ага, его. Та донка. Вот вчера так и было. Ну, в общем, всегда так было. Здесь чисто. Такой пойдет, да, Олег? Да. Хорошенький. Окунек-то. В общем, рыбейка есть у тебя здесь? Живет. Есть, непогода. Такой, слушайте, хороший, да, блин. 43-й на босу ногу. Что-то Вовка с тайги привез. А, ну да. Красивые ребята, видите, какие бронзовые. Небольшие карасики. Так, друзья, ну что,
Вот такой у нас улов. За 2 ночки. Карасики. И тут по мелочи. Ну, окунек такой хороший попался. Полбочки поймали на донке. В такой воде, конечно. Блин, этот ясь килограммовый выдает. Ладно, не густо, но и не пусто. Мы думали, вообще ничего не поймаем с такой водой. Все, друзья. Ну, поштучно, короче, там немножко, там немножко. У Олега, в принципе, ясь еще, ребята, будет. И будет очень хорошо ловиться. В середине июня где-то примерно. Вот к Олегу я хочу заехать, прям тупо оторваться по изю. Он будет брать, ребята, прям страшно. Ну и ловиться не на червя, ребят, не на миногу, а на совсем другую штучку. Но это в дальнейшем. Сейчас что, завтракаем, хотел сказать. Перекусываем. Собираемся, убираемся. Наводим марафеты. И домой. И домой. Это на обед. На завтрак, как говорится, да? Яиц навезли, да, что-то Да? надо делать. Лазунью перед уездом сделаем, нормально будет. Подкрепимся, даешь путь дорогу. Для этого совершенно не нужно ходить в офис. Был бы ноутбук под рукой, да Wi-Fi. Ты можешь поехать в любую страну, ты можешь взять ноутбук, работать на пляже. То есть это абсолютная безграничная свобода. Где висит? В узких айтишных кругах удаленка была. Положи на птичку уже. Ну что, друзья, порядок. Все помыли, все убрали. Спасибо, домик.